и наступил один из самых главных праздников православия, праздник Рождества Христова. Сегодня к нам придет очень много народа в храм. Батюшка, скажите, это безрассудство или это спасение? Христос родился в Вифлеемской пещере для нашего спасения. Он царь мира и спас душ наших. Значит, если Он спаситель, а от чего Он спасает нас? От грехов, от смерти. Смерть – это начало нашей жизни. Либо в Царство Небесное, либо в Царство Тьмы. Поэтому человек должен жить в благочестии и чистоте. Именно от Рождества Христа 2021, да, лет прошло. И сколько род человеческий пытается это изменить себя в лучшую сторону. Господь, Бог, Отец на небе, посылает нам Сына Своего. В этой пещере Вифлеемской рождается Царь, Спаситель наш. И, конечно, это величайший праздник. Это там рождается бессмертие, там рождается воскресение, там рождается жизнь вечная, там родилось все, что нам необходимо роду человеческому. Просто нам необходимо жить так, вот как написано в Евангелии. Поживем во всяком благочестии и чистоте. И сегодняшняя наша ситуация, одни говорят, сложная. Берегите, спасайте тела свои. А где душа? Нужно думать о той жизни, которая дана нам Богом, это бессмертная душа. И надо об этом говорить. Тело, оно умирает, как семя, которое прогнивает, но всходы живые, дающие нам возможность потом получать то питание, необходимое для нашего жизни, как бы поддержания. Вот хлеб, семена, и всходит хлеб, это тело, грозди виноградные – это кровь. И вот участвуем ли мы в этом, вот, принимаем ли мы тело и кровь Господню, чтобы участвовать в этих благих начинаниях. Поэтому православная церковь, конкретно утвердившаяся, вера православная, правильная, спасительная, никаких там добавлений, никаких убавлений не может быть в этом евангельском повествовании. Евангельская правда – это там, где есть та сила благодатная, которая родилась в Вифлееме. Рождество это еще раз необходимо нам осмыслить, изменить наши дела, изменить наши помыслы зрением, помышлением, вот, всеми нашими чувствами. Мы должны осознать, что нужно отказаться от тех злых дел и начать их исправлять. Не надо этого бояться. Не надо этого, как это так, я скажу, что я виноват. Виноват перед Богом и перед людьми. И осознать, сказать: Господи, прости меня грешного. Это и есть начало нашего, того спасительного такого шага, который мы совершаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А кто из нас не грешный? Такого нет человека. Но осознать свои грехи и начать их исправлять – это задача одна из самых насущных, самых нужных для этого человека. Бог нам дал все. Он любовь проявил к нам, Он проявил к нам милость, Он проявил нам бессмертие, показав четырехдневного умершего, лежащего Лазаря, воскресил, вход в свой Господний, Рождество. Вот все это, если суммировать, Рождество и воскресенье в этом отрезке времени, что мы делаем? Делаем ли мы дела, которые могут нас вознести на небо? Не делаем. Поэтому, это не означает, что мы должны так и жить. Надо смело, мужественно начать это их исправлять.
Вот что я хотел бы пожелать нашему народу, в том числе будем откровенны, начнем с тех, кто это говорит. Это говорит священник вам, отец Виссарион. Значит, смог ли я понять и поверить, вот во что идет речь, о чем мы беседуем, о жизни вечной. А приготовился ли я к этой жизни вечной? Я отвечаю вам, не готовый, но готовлюсь. Знаю, что надо это исправить, знаю, что это надо сделать. Это самое главное – познать и начать. И горчичное зерно нам необходимо всем. Вот это горчичное зерно, дающее нам возможность, что Он Творец, и жить по Его закону. Вот это нужно всему роду человеческому. Я абсолютно в этом уверен. Батюшка, вот мы вспоминаем о своей душе, к сожалению, перед самым порогом смерти. Но ведь никогда не поздно прийти к Нему. Ну, я бы сказал бы вам так, вот как, помните, разбойник, который был распят с Христом, один и второй? Один был такой, который как бы не понимал всего того, что может понять тот благоразумный разбойник. Он когда увидел Христа, который распинают, и вот эти гвоздиные раны, они настолько такие больные, и он просит, прости их, которые не ведают, что делают. И этот разбойник увидел в нем не просто человека, а Бога. Он говорит, Господи, помяни меня в Царстве Своем. Значит, есть другое царство, которое вот есть для всех и для каждого. Что написано? Прежде всего ищите Царство Божие, а все остальное приложится. Значит, душа бессмертная, и человек, он сам по себе создан Богом не до смерти, но своим непослушанием первые наши прародители Адам и Ева совершили это. Но и потом проходит время, Бог Отец, видя свое творение погибающим, посылает своего Сына, и в этой Вифлеемской пещере рождается наше спасение, рождается жизнь, которая называется жизнь вечная, Царство Небесное. И в этом надо как бы жить, и в этом надо находиться. Не выходить за рамки вот этого Богом данное нам вот это как бы закон. Закон Божий, закон чести, закон благочестия, чистоты. Все эти законы, они, но самый высокий и над нами закон – это закон Творца. Мы Его творение, Он нам дал все, но все умеют читать, и все хотят быть образованными, но образ – это, если тот божественный образ, Богом нам данный, если мы с этим не живем, то мы теряем этот образ, получается без образа. И вот то, что сегодня происходит, это помимо того, что мимо этого закона, и мимо закона Господня ходить нельзя, а это обязательно приведет к погибели. Человек, делающий зло, якобы кому-то, он делает себе. Никаких злоделаний в адрес другого человека человек не совершает. Он совершает себе во вред. Поэтому мы ведем себя так порой, как будто бы нет ада. А он есть, он существует. Поэтому Христос, истинный Бог наш, после своего Рождества и после своего воскресения, Он спускается прямо в ад. И всех оттуда освобождает. И дал вот этот нам закон, которому надо следовать. И, к великому сожалению, 2021, как мы следуем, что мы делаем, как все это упрощаем. И вот в сегодняшний такой период времени нужно жить. Что такое вирус? Это болезнь. Болезнь, которую мы имеем от непослушания,
от невоздержания. Все, что происходит сегодня, сидят, суммировать, начиная семейных взаимоотношений. Во время поста муж не может быть мужем, жене. Ну, вот рождаются дети больные. Но об этом не говорят. Медицина об этом пытается не говорить. Медицина говорит о теле, а о душе говорит только Церковь Православная. Но, к великому сожалению, верующих, чтобы было больше, чтобы все поверили, чтобы все спаслись. Вот это спасение, данное нам Богом, это для нас, для всех человеков живущих. Там нету Эйлина, там нету Иудея. Там есть одно человеколюбие Господне на всех распространяется. А мы что делаем, человеки? Мы ведем себя неразумно, как варвары, как агрессоры, как разрушающие всю вот эту любовь Господнюю. Любите эту заповедь, которую нам дал Господь. Любите друг друга. Там не сказано Петра люби Федора или Федора люби там кого-то другого. Любить друг друга. Вот новая заповедь Богом нам дана, потому что Он Творец, а мы Его творение. И вот это Вавилон, пускай будет для нас всех уроком, чтобы не было никакой гордыни. Мы не можем достичь вот этого физического, такого небесного, такого восхождения только верой и благочестием и чистотой. Вот это горчичное зерно, дающее нам возможность, это необходимо, это нужно всему роду человеческому, а нашему народу абхазскому это христолюбивые абазги, это люди, которые знают, это люди, которые, ну, можно сказать так, которым необходимо об этом говорить. Апостол Павел говорит так: вы, говорит, скажите, а там как разумеют. Поэтому нам надо сказать смело, что мы сегодня начинаем исправлять все свои недостатки, которые у нас они есть. Батюшка, мы бы хотели, чтобы все стали верующими, но ведь вера тоже от Бога. Ну, вера, знаете, надежда, любовь, но необходимо иметь еще и премудрость. Вот мать София ихняя, да, вот София, надежда, любовь и вера. Вера, верить в того, который создал тебя, это необходимо, чтобы быть в связи, вот как бы религия, это связь. Если мы потеряем связь со своим Творцом, вот и получаются все эти катаклизмы. Поэтому Он наш Творец, а мы Его творение. Значит, мы должны жить по Его тому, а Он что хочет от нас? Он хочет от нас, чтобы мы были честными, чтобы мы благочестиво относились друг к другу, чтобы, если нет воздержания у юноши или у девушки, выходи замуж, живите в благочестии, в чистоте, рождаются здоровые дети. Златоуст об этом говорит 1700 лет тому назад. Какая жена, какой муж, какое общество наше. И я вот здесь сделаю такую одну абхазскую вставку. Депсуотскан. Депсуотскан. Что сходится ажа, закон. Депскан. Дюку-дюку апсуа, абжуа, усрахот, вараупсо, махавуньяз талаги, сапсоп ихот. Сапсоп, дапсоп ярабди апсуара. حساس يتس حساس أبقارك أبصر حنو أبصر حساس حيث أبقارك حزم خد زكوا أبصر حسيج كازو عبر ترزق عن شيء شو حبز شالا عن شيء شو بخيا أبشي يري يقو رزقي أبري سكو عز خد رزقي حبوب خود شيء عيسار وبسخل حزقي يقشار زكوم أوس حز خد شيء عيسار. Самое главное – это нераздельность, это единство. Это сила. И Владислав Григорьевич Азаров всегда говорил о единстве. И это спасение. А если мы будем едиными с Богом, с Творцом неба и земли, тогда у нас проблем не будет. Проблемы все наши от того, что мы отступаем и не соединяемся со своим Творцом, а наоборот отдаляемся. Церковь православная предлагает соединиться. Святое соединение. Доброе начинание, носить тяготы друг друга и без упрека. Если ты видишь, что я совершил какой-то грех, не осуждай меня там где-то. Ты приди и скажи мне. Вот
вот так и так, вот надо это все исправить, это неправильно. Естественно, мы исследуем вот этот данный предмет, и если действительно это мешает нам, и это не полезно, значит, надо это отсекать от себя. Вот это есть общество абхазское. Так они и жили, так были наши предки. Они всегда слушались каких-то более мудрых, более благочестивых, честных людей. И общество знало и слушало его, что он сам честный, он не нарушал эти принципы благочестия и чистоты. И сегодня необходимо это все как бы начать восстанавливать. И тогда я абсолютно в этом уверен, что общество наше, весь мир, это абхазцы сами себя не назвали христолюбивыми, это весь мир сказал, что христолюбивые абхазы. Значит, мы вели себя так, как написано в Евангелии. Вот эта чистота, отношения, гостеприимство, все это как раз заложено в нас. Надо что-то, как говорят, терень там как бы растет. А терень, где растет, там жизни нет. Там надо как бы, это колючка, а от колючки надо очищать, вот тогда плод вырастет полезным, необходимым для всего нашего рода человеческого. Ну, одним словом, не надо падать духом, надо всегда быть как бы с верою, вот вера. А вера без дел есть мертва. Мы добрыми делами должны подтверждать, что мы верим в Творца неба и земли, что Христос родился в Вифлееме для нашего спасения, что это Рождество, это тот день, который человек смог прийти и поклониться Ему. Вот все волхвы с Востока, это с Персии, с Вавилона, со всего мира пришли, самые лучшие предметы, которые были у них, там золото, смирно, они принесли Ему и поклонились Ему в Вифлееме. Да, так получается, что во времена царствования человеческих тех сил без закона Божия, вот и привели, это показатель, как человек живет сегодня. Рождается царь мира и спас душ наших, но там не было мест в гостинице, и пришлось это в пещере, там, где там содержат скот. И вот это смирение, это показатель нам всем, как смиряться, как жить. Смиренный такой-то раб Божий, там, дай Бог, чтобы я достиг этой смиренности. И вот это очень важно. Обычно святые люди подписывались всегда смиренный такой-то раб Божий, там, патриарх, епископ, священник, да, человек просто. Ведь самая главная задача нам учиться этому православию и жить в этом православии. И вот это есть бессмертие, вот это есть, значит, без всяких болезней, это исцеление. Православная церковь – это место, там, где мы исцеляемся от всяких наших недугов. А все наши недуги – это наше непослушание, это наше невоздержание. Поэтому, конечно, как только мы перестаем быть с Богом, тут же, естественно, появляется дьявол, он уводит и начинает предлагать нам, помните, как Христу предлагал дьявол, там, я тебе дам все, только поклонись. Поклоняться надо не огню, не каким-то идолам, а Христу, Богу нашему, который родился в этом вертепе Вифлеемской. И тогда будет обязательно жизнь по-другому. И надо трудиться, надо молиться, надо, наоборот, молиться, трудиться и жить как Богом нам данным этим законом. Вот знаете, вот здесь вот очень четко и ясно сказано, я вот там, значит, перед Рождеством, это
единомыслие. Это не обязательно иметь огромное знание, чтобы спастись. Нужно иметь веру, нужно иметь отношение к Богу. Господи, прости меня, грешного. Это святые говорят, это апостолы говорят, это сказано Христом Богом во время Его распятия. Прости их, тех, кто не ведает, что делать. Прощать, уметь прощать, смиряться перед всеми катаклизмами, которые могут быть в нашей жизни. Если у близких родственников, у наших близких людей какие-то бывают недостатки, мы, православные христиане, должны с любовью объяснять, что надо это перестать делать и начать делать то делание, которое ведет нас к жизни вечной. Очень необходимо. Пусть Господь поможет всем, а Господь поможет нам всем. Как мы обращаемся к Нему? Что такое молитва? Это обращение, это беседа с Богом. И тогда обязательно Господь нас услышит, и Матерь Божия да хранит всех нас. Матерь Божия – это ходатайца рода человеческого. Она рожает в Вифлееме Спасителя нашего и Царя. И Матерь Божия, она является для нас защитницей. Прекрасные слова. Народ исцелял людей. Народ и людей исцелял Христос всегда и во все времена. Как только к нему прикоснется болящая женщина или болящий человек, и он показал, что он действительно является изменить вот мир, в котором мы живем, мир грешный, но чтобы он стал безгрешным, чтобы он стал как бы значение времени мы должны понять. Время работает сегодня не за нас, а против нас. Поэтому надо все это исправлять. И каждого человека, и каждое такое последующее поколение должны хотя бы услышать от нас вот ту правду Божию, которая необходима от малого до великого, от тех, кто в больнице, в темнице. Все мы должны как-то без Отца, мы не можем без Отца Небесного. Мы ведем себя, как будто бы Отец показал нам Сына Своего, открыл нам Дух Святый, Троица единосущная, нераздельная. Что нужно нам, роду человеческому? Нам нужно просто послушание и радоваться этой матери, которая родила нам Спасителя и Царя мира. И вот Рождество это посвящается всем нам, роду человеческому. И дай Господь нам всем вот подвиг, искупительный подвиг Христа, это для нас всех. Он ради нас, ради нашего спасения принимает образ человека, но он никогда не перестает быть Богом-человеком. Потому что образ Богом нам, мы есть образ Господний, но вот эта красота Богом нам данная, мы порой до такой степени искажаем, что эта миссия, божественная миссия, она перестает существовать. Как некоторые пытаются говорить, миссия только для них, каких-то избранных. Такого быть не может. Он миссия для всех и для всего рода человеческого. Вот это национализм, фашизм, это опасно. Это никакого отношения к православному христианству не имеет. И если кто-то пытается говорить о религии, о Боге, и там, где существует агрессия и захват чужой территории или чужой земли, это не православие. Это абсолютно никакого отношения не имеющее к евангельской правде. Здесь не сказано нигде, идите, убейте, отнимите. Наоборот сказано, идите, дайте, научите. Вот это и есть самое главное от Рождества Христа, то, что нам нужно исполнять. Батюшка, вот сегодня придет большое количество народа, но многие боятся идти в храм. Что бы вы сказали им? Ну, бояться надо не идти в храм, а бояться нужно совершать грехи. Мы же только что говорили, что грехи появляются после наших вот этих отклонений, после нашего невоздержания. Если человек, который
во время этого поста рождественского постился, готовился, он может смело приходить в храм. Тот, кто не готовился, тот, кто не готов, считает себя подверженным какой-то там опасности или болезни, это уже его право. Но, конечно, что мы слышим в Евангелии? «Придите ко мне все обремененные и нуждающиеся». А разве не нуждается человек в исцелении? Разве не нуждается человек прийти и сказать: «Господи, прости меня»? Просто прийти и сказать: «Прости меня, я вот перед тобою весь. И я знаю грех мой передо мною». Это необходимо нам всем понять. Мы, православные священнослужители, идем к этому больному. Если он в больнице или, там, или дома, или даже где-то в темнице, мы идем и там его причащаем этой кровью и телом, и он становится участником этих божественных, бессмертных, благодатных сил. Как мы можем человека лишить вот той благодати, аншеюбха, юистумха, умаенха, хашавы, и айлкара, скюб, и лукарги, абстазар амазум. Абстазар, апсы, и тамзар, абстазар агамзар, абстазар хастас хасазами, ануш халха пануш ахцот, ахай хастас, апсы хастас, апсуа, юахаз, апсуа, шесхот сабриажа, апсуа, апсуа юахаз. Ануш халых и дахапсы, хайта зала юахаз, апсуа. Абри, атакхуара соб, сушила юахо, ансаяжа. Агургера, агузрхуажа, абас ажа, ажин, ашха, ирхов, ажахва, ажини, ажи, абразгилогды, и яхо, юкахтой, и икшерчайта. Убри икшар, ажин, яхот и бот, ажин ямбо гилазм. Жан юкахаб, и бот, и малык чарома, яра, Ицкизон шадзахшаз, лоума рызыги, ацкетша, вингашхера, зауз рогзиви, дуста залаги, хеткисадра, а я сахатра змана ику, рызыги рыхинскую ажинак нигу. Сараджхави шарен, хуи денхон докон Египет, яра их схуб сарайха, яра заха, сасракас сиху иришха, яра илбха, сарадз изаишто, сара, яра ихнугушез лепс, сара терпсыгас саздах ику ириу. Яра епш, сходнугушгус салагиште картофаха, макяна яйгора салазым. Абриоп хаз хулша хазыги. Дуста залаги ахинска змоу, ажи наш хайсаз, дарахнугуша, турух вя гвашки, иқыртаз, абри дары иқыртаз, шуқыртаз имшабас харги халагар, убриоп сазарасиқо. Но, слава Богу, за все слова, произнесенные Златоустом здесь, в этой Абхазии нашей, в Каманах, перед тем, как отойти к Господу, его унижали, его бичевали, что только с ним не происходило. Но он никогда не роптал и никогда никого не осуждал. Он всегда говорил: слава Богу за все, что я пожелал бы нашему народу. Вот эти слова, произнесенные великим святителем, великим отцом церкви, вот литургию мы служим его именем. Это совместная литургическая служба, где мы там причащаемся, где мы там исповедуемся. Он говорит там: благодать Господа нашего Иисуса Христа над всеми нами. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, чтобы было с нашим народом, чтобы наш народ
Знаете, скажу вам так, если человек не любит народ свой, он священником не мог стать. Это правило древнее гласит нам, значит, любить народ, которому принадлежу я. Если я не смогу любить народ, я способен ли любить Бога? Способен ли любить себя? Поэтому того, чего желаю себе, желаю ближнему. Я хочу, чтобы мы все в этой стране, абхазской особенно, это страна, носящая имя Абхазия. Абхазцы должны как-то очень серьезно подумать над всеми теми делами, которые они совершали. И мы не вправе кого-то осуждать, но каждый пускай начнет с себя. Я с себя, вы с себя, и каждый с себя. Если он найдет в своих делах что-то ненужное и неправильное, пускай начинает исправлять. Вот от Рождества, вот встретим мы рождественский такой праздничный день, и чтобы каждый начал исправлять себя. Вот что я хотел бы нашему народу. Если кто-то скажет, вот я ни в чем не нуждаюсь, да все мы нуждаемся. Нет такого, который не нуждается в исправлении каких-то своих... Подумал не так, посмотрел не так. Множество таких случаев, которые называются грехами, и достичь чистоты. Это вершина всего того, что можем мы совершить. И совершать особенно необходимо доброделание. В доброделании мы покрываем множество грехов своих. И я прошу, и молился, и молюсь, чтобы наш народ стал, повернулся друг к другу лицом. Если кто-то кого-то обидел, попросил бы прощения, и чтобы мы все научились чувствовать друг друга, что мы все родные, что мы все очень близкие. И разделяет нас дьявол, который падший ангел, который не послушался Бога. И дай Бог, чтобы мы все могли смело начать исправлять друг друга. Особенно нам необходимо подумать о нашем будущем поколении. Это дети наши, как они растут, что они, какое получают они знания в детском саду, в доме, в школе и в обществе нашем, которое называется государство. Государство наше абхазское, оно древнее государство, но оно всегда держалось на благочестии и чистоте. Вот я помню исторический такой факт, как царь Леон был очень недоволен, когда какие-то люди на его территории, по морю или где-то там, совершали какие-то разбойные нападения на тех проходящих кораблей или что-то. Он настолько строго отнесся ко всему этому, он брата своего Федора позвал и сказал: Федор, ты, я слышал, там взял что-то из тех награбленных с этого корабля, немедленно это все верните и перестаньте это делать, а иначе вы ставите под сомнение нашу государственную такую независимость. Это Византия, это 7 век. И все это было настолько исправлено. И царя Леона признавал весь мир, потому что на территории у себя он имел правопорядок, чистота, и граждане, приезжающие в эту страну, были защищены. Если мы не начнем защищать людей, человек нуждается в защите. Он живет в этом обществе государства, и ему необходимо, каждый человек нуждается в защите. И надо научиться это делать, надо этого не бояться, смело. И не обязательно всех там, под одну такую мерку, всех в темницу. Можно кого-то, не отправляя в темницу, исправить словом, собранием каким-то. Это делали абхазцы. И самое крайнее, что у них было, это были какие-то отдаленные места, где там они жили, никто никого не расстреливал, никто никого не убивал. Убийство – это самое то, что Богом нам не данное. Не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Вот если взять эти законы, которые существуют в нашем обществе, нашему народу необходимо жить с этими законами. И тогда абсолютно будет благодать Господа нашего Иисуса Христа над всеми нами. Мир вам всем, дорогие братья и сестры, чтобы мы, слава Богу, сегодня все умеем читать. И вот необходимо нам брать и начинать познавать Бога истинного. Христос истинный Бог наш, молитвами
Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостола Андрея Первозванного, Симона Канонита, просветителя Абхазии. 12 из них, 2 приходят в Абхазию и дают нашему народу на абхазском родном языке, что они видели, они знают Вифлеемскую пещеру, они видели воскресенье, они видели, что это есть бессмертие, небо, как он восходил на небо. И после этого на 50-й день со шествием Духа Святаго на апостолов идите и научите, и дайте всем народам на родном ихнем языке. Поэтому сегодня я могу смело об этом сказать всем, кто пытается, кто-то признал, кто-то не признал Абхазию. Абхазия Богом признанное государство, Богом признанное общество, где Господь Бог посылает из 12 своих учеников сюда. И отсюда Андрей Первозванный идет в Киевскую Русь. Почему у нас такие тесные взаимоотношения с Россией? Это потому, что Богу было угодно именно через Андрея Первозванного, Симона Канонита, получить те духовные, благодатные взаимоотношения с Россией. Поэтому надо беречь, надо всегда относиться к тому, который смог помочь тебе в этой трудной ситуации. Это тот, который является и родственником, и соседом. Вот это то, что необходимо нам носить ягоды друг друга. Как святейший патриарх Московский вся Русь Кирилл говорит: отец Виссарион, мы хотим вам помочь. Помочь. Ничего от вас мы не хотим. Вот это пускай будет для нас и для каждого абхазца, что Россия нам хочет помочь. И Бог всегда помогал нам и будет помогать через людей, чтобы научились все признавать ту страну, которая называется Абхазия, потому что это Богом. И в том числе это необходимо и всем тем, кто сегодня враждебно относится к Абхазии. Я желаю всем одуматься и покаяться, и начать любить как самого себя. И вот это и есть православное христианство, которое дает возможность быть, называю себя православными христианами, а дела совершенно не православные. Поэтому вот ваш вопрос по поводу веры. Вера делами добрыми подтверждается, и дай Бог, чтобы мы все научились делать добрые дела. Мир вам всем.